Школа мордовских языков с вами снова в этот час. На ирзянском языке будем говорить сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей, и моя рассудительная помощница Лисичка Ривиськи. Ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами наше увлекательнейшее путешествие в волшебную страну ирзянского языка. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила, и угадайте, о чем мы сегодня будем вести речь. Летом в жаркие часы только майка и трусы, а зимою нам нужны свитер, теплые штаны, шарф, пальто, сандали, шапка, свитер. Впрочем, я запуталась, друзья. Конечно, лисичка запуталась. Сандали носят не зимой, а летом. А вы, ребята, правильно все поняли. Сегодня мы будем говорить с вами об одежде и обуви. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «Оршамо пелись, дыкарсямо пелись» – одежда и обувь. Одежда – это неотъемлемая часть нашего образа, в которой мы нуждаемся ежедневно. Когда мы видим человека впервые, первое, на что мы обращаем внимание, это во что он одет. Человек, одетый аккуратно и опрятно, произведет на нас большее впечатление, чем неряшливый. Ребята, теперь назовем предметы одежды с вами на ирзянском языке. Ребята, повторяйте за мной. Варьга – варежка, каркс – пояс, панар – рубашка, патя – платок, платья – платье, понгст – штаны, юбка – юбка. Молодцы! Очень важно, чтобы надетые на вас вещи всегда были чистые и опрятные. Тогда точно никто не скажет, что вы не собранный, а наоборот даже будут немного завидовать вам и брать с вас пример. Теперь назовем предметы обуви на ирзянском языке. Калошат – калоши, кемть – сапоги, котат – ботинки, понанкемть – валенки, туфлят – туфли. Ребята, несомненно, вы хорошо разбираетесь в современной моде и наверняка ходили со своими родителями покупать красивые вещи. Назовем украшения, которые делают человека более ярким по-ирзянски. Суркс – кольцо, пилекс – сережки, кетькс – браслет, сюлгаму – брошь. Молодцы, ребята! А какие действия мы можем производить с одеждой, обувью и украшениями? Мы можем их надеть – оршамс, обуть – карсимс, снять – каемс, завязать – сюлмамс, сшить – стамс. Умница, лисичка! И молодцы, ребята! Сегодня нам хотелось еще бы познакомить вас с элементами традиционного мордовского национального женского костюма, который отличается от современной одежды. Ребята, посмотрите, какой он нарядный! Женская праздничная одежда Мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы. Ребята, назовем на ирзянском языке основные элементы традиционного женского костюма. Каркс – пояс, панар, паля, покай, рубаха, пулай – набедренное украшение, рутя – верхняя распашная одежда из холста, сюлгамо – брошь-застежка. Традиционной обувью крестьян Мордовского края являлись карть – лапти и кемть – сапоги. Запомнили? Молодцы! Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Сегодня мы научились с вами называть предметы одежды, обуви и украшений по-ирзянски и познакомились с элементами традиционной одежды женщины-мордовки. Надеемся, что вам было интересно и вы будете с нетерпением ждать нашей следующей встречи. До свидания, ребята! Вас то мазунок! До встречи, дорогие друзья! Не мазунок, вечкевикс ялгат! Кто не мазый,